Доброе утро, Якутия! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. У нас, как всегда, полно хороших новостей. Сейчас мы побеседуем о новой законодательной инициативе, о том, что запретят подкармливать домашних, бездомных животных. Хотя я бы домашних запретила со стола тоже подкармливать. Но на самом деле у нас много интересного сегодня. Детские новости нам наши юные корреспонденты расскажут, что же волнует детей. Потом расскажем, какие книги вместе с детьми можно почитать. Встретим самых удивительных и утренних гостей, сделаем зарядку и еще много всего интересного. Да, ну и, конечно, по традиции мы вас призываем подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». QR-код находится сейчас на ваших экранах. И все самое-самое интересное, не только сюжеты, но и интересные новости мы стараемся публиковать в нашем телеграм-канале. Ну и делиться, конечно, интересными новостями, которые происходят в республике тоже, потому что самые лучшие, самые бодрые, самые актуальные новости всегда в нашем телеграм-канале. Ну а самая главная новость какая с утра должна быть? О том, какая погода за окном. Холодно за окном. Но в Якутске похолодало, но немножко забегая вперед, в Тиксе достаточно тепло. Ну вот, все секреты открыты. Итак, в центральных районах сейчас минус 44, минус 36, в Заречной группе 48, 37, ниже 0. В южных 27, 23 градуса холода, в Вилюйской группе минус 43, минус 36. В Нижнеренских 36, 33 градуса холода, в западных 36, 30 со знаком минус. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 47, минус 31 градус. В Янских 34, 19, ниже 0. На северо-западе 26, 14 градусов холода. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 39 градусов. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем солнечно, преимущественно без осадков. Температура в столице минус 35, минус 37 градусов. Но далее у нас достаточно щепетильная проблема, щепетильный вопрос. Вот прикармливать бездомных собак и кошек, также препятствовать их отлову в Якутии запретят по закону. Разработан проект закона, согласно которому будет введена ответственность за прикорм животных без владельцев на той или иной территории, в том числе за воспрепятствование осуществления деятельности организаций, специализирующихся на отлове животных. В Мирном это уже началось. Давайте узнаем об этом. И у нас на связи сейчас исполняющий обязанности директора управления жилищно-коммунального хозяйства города Мирного Андрей Лосев. Андрей Олегович, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вначале немного об этом законе. Ну, смотрите, согласно 131 закона на принципах организации местного самоуправления, в любом городском поселении есть действующие правила благоустройства, которые устанавливают обязательные нормы для поведения физических и юридических предпринимателей. Данными правилами определены ограничения, определенные в части обеспечения благоприятных условий для жизни населения. И в рамках данных правил благоустройства нами было принято решение о внесении дополнений в части кормления животных и на запрет кормления животных и размещения выброса пищевых отходов в общественных местах на территории города Мирный. Надо отметить, что Мирный первым отреагировал на это. Вот как вам удалось так быстро внедрить и систематизировать? Здесь нужно отметить, наверное, слаженную работу и организационную часть специалистов и руководителей администрации, а также данный вопрос очень социальный и напряженный был у нас. И решение нужно было принимать незамедлительно, так как они касаются отчасти и защиты жизни и здоровья людей. Какие сложности возникли на начальном этапе реализации? Потому что все привыкли кормить и кошечек, и собачек, безусловно. Да? Нам всем жалко, особенно с нашими тяжелыми климатическими условиями. Здесь на самом деле не то что трудности, скорее до момента внесения изменений в действующие правила была проделана большая работа именно специалистами УЖКХ совместно с городской администрацией в части определения возможностей и законности применения штрафов и привлечения граждан за указанные нарушения. Здесь именно определение и изучение нормативно-правовых актов, подготовки документов с учетом текущей занятости специалистов,
не трудности, наверное, все-таки, а затраченное время. Да. Ну, в целом справились, пришли делать. Мгм. А вот сам, как сам будет происходить процесс вот отслеживания и вот штрафования? Фиксация нарушений может осуществляться любым гражданином, ну, неважно, как физическое лицо, либо юридическое это лицо будет. Необходимо будет сделать фото, либо видеофиксацию и с письменным заявлением обратиться в адрес административной комиссии для привлечения гражданина. То есть, если есть возможность написать ФИО, да, нарушителя, если, конечно, такой возможности нет, то по фото-видеофиксации через правоохранительные органы будут в дальнейшем находить нарушителя. Ну, Также тоже... штрафы, да, предусмотрены у нас штрафные санкции, то есть первый раз это будет предупреждение, далее для граждан от 1000 до 3000 рублей штраф, на должностных лиц от 10 до 30 тысяч и на юридических лиц от 50 до 500 тысяч рублей. Как реагирует население? Честно говоря, на сегодняшний день какой-то отрицательной реакции со стороны граждан, я имею в виду в письменном виде, в наш адрес не поступало. Большинство специалистов и депутатов, в том числе, да, в ходе сессии городских депутатов, да, было принято данное решение по внесению изменений, понимают, что данная мера – это необходимость, и поддерживают ее. Ну, это здорово, что население поддерживает, потому что я так понимаю, что механизм штрафов, он как раз зависит от активности самих граждан. Да, безусловно. Ну, Андрей Олегович, большое вам спасибо за интересную достаточно информацию. Ну, и, конечно, желаем вам бодрого утра. Хорошо, спасибо. Но мы, в свою очередь, ждем внедрения на всей территории республики. Да, ну а сейчас давайте перейдем к самым актуальным новостям, которые произошли к этому часу. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Границы тарифного коридора по ОСАГО изменят для общественного транспорта, мотоциклов и небольших грузовиков. Расширит границы в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта и на 20% ровно для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. Принять такое решение пришлось в связи с высокой убыточностью указанных категорий транспорта. Небольшие грузовики, например, чаще других становятся виновниками аварий с максимальным ущербом в 400 тысяч рублей. Базовые ставки по ОСАГО для обычных машин останутся прежними. Фонд капремонта Якутии предупредил об увеличении пени более чем в 2 раза. По состоянию на 27 января ставка установлена на уровне 21%. В связи с этим настоятельно рекомендуется не накапливать задолженность и своевременно оплачивать взносы на капремонт, чтобы избежать начисления пени по повышенной ставке, напоминают в Фонде капремонта Якутии. В организации также добавили, что взносы необходимо оплачивать ежемесячно до 10 числа текущего месяца, следующего за предыдущим. Самая горячая пора для абитуриентов наступит летом. Во всех вузах страны начнется приемная кампания. В этом году Арктический государственный агротехнологический университет готовится принять свыше 770 обучающихся на бюджетные места. Из них на высшее образование выделено 646 мест, на среднее профессиональное – 125. Самые популярные направления для абитуриентов – агроинженерия, зоотехния и ветеринария, а также IT, где выделено 20 мест, и направление лесное дело – 20 мест точно. Помимо этого, агроуниверситет открыл факультет агробизнеса, где готовы принять свыше 100 студентов. Учебное заведение начнет прием документов уже с 15 июня. В этом году у нас по суперсервису, да, это по поступлению в ВУЗ онлайн, у нас прием будет вестись по магистратуре и по аспирантуре. Так, и одним из новшеств у нас по оригиналам не будет, да, не будем принимать, а достаточно согласие, чтобы согласие по зачислению написали абитуриенты.
Круглогодичную дорогу планируют построить от Якутска до туристско-рекреационного кластера «Ленские столбы». Работы намерены провести в 26-27 годах. Строительство автодороги 4-й технической категории от села Титары до местности Батамай Хангаласского района запланировано в рамках программы дорожной деятельности Якутии. Дорожные работы охватят 24 километра автодороги УМНАС в направлении Титары, Тумул, Батамай. В первенстве среди школьников Усть-Алданского улуса по масс-рестлингу приняли участие более 10 команд. Турнир прошел в памяти мастера спорта России Семена Готовцева. Семен Гаврилович был трикратным чемпионом республики, двукратным обладателем Кубка Кавказа. На первом турнире в Дворце спорта было около 150 юношей и девушек, которых распределили по 28 весовым категориям. И несмотря на возраст, подрастающие спортсмены показали яркие схватки, эмоции после побед или же проигрыша. Отрадно, что сегодня у нас участвует 152 участника в сельской местности. Это очень радостно, что дети занимаются спортом. Мы планируем этот турнир делать каждый год. В России скоро представят первые бананы, выращенные на территории страны. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов. В свою очередь, министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что в России сейчас дешевле и проще импортировать этот продукт, чем выращивать самостоятельно. При этом она заверила, что поддержит начинание фермеров, если производство бананов станет экономически выгодным. Но новости прямо сегодня радуют, впрочем, как и погода. Своей предсказуемостью на улице свежо и морозно. Ну, я думаю, что многие, как и я, надеялись, что вся зима будет такой теплой и достаточно увлекательной, наполненной, конечно же, зимними интересностями, например, погулять на улице или скатиться с горки. Ну, сегодня можно скатиться с горки, несмотря на мороз, потому что сегодня Всемирный день международный снежный горок. Так называется Международный день снежных горок. Представляешь, катание со снежных горок — это лучшее, что только можно заняться. Представляешь, берешь ребенка, идешь на площадь, везде туман, ничего не видно, и ты на ледянке вниз. Ну, если прямо в день праздника это делать. Ну да, конечно. Да, но действительно, это катание с снежных горок всегда дарит заряд бодрости, укрепляет здоровье, иммунитет. Главное кататься с осторожностью. Вот. Ну, тепло одеваться. Да, и тепло одеваться. Ну, а какие еще даты и события, связанные с сегодняшним днем, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 28 января – Международный день защиты персональных данных. По народному календарю Павлов день. В Павлов день советовали остерегаться порчи из глаза. Для этого предпринимались защитные меры, как одобренные церковью, так и близкие к языческим обрядам. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, и плевались через плечо. Также по Павлову дню смотрели, каким будет лето. Если ясно, то сухим и жарким. Если ветрено, то холодным. Если идет снег, то дождливым. Идеальным вариантом считалась спокойная пасмурная погода. Этот день в истории. В 1777 году произошло событие, вошедшее в историю как хождение в Канносу. В 1820 году открытие Антарктиды. В 1897 году получен первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель. 1906 год. В Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы. В 1986 году произошла трагедия на космическом челноке «Челленджер». 2003 год. В Великобритании в продаже появилось топливо из майонеза – биодизель. В этот день родились в 1608 году Джованни Альфонсо Борелли, итальянский ученый эпохи Возрождения, основоположник биомеханики. В 1841 году Василий Ключевский, русский историк, академик. В 1853 году Владимир Соловьев, русский философ, поэт, публицист. В 1887 году родился Артур Рубинштейн, польский и американский пианист. В 1897 году Валентин Катаев, советский писатель, поэт и драматург. В 1938 году родился Леонид Жаботинский, советский тяжелоатлет, рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион. Именины сегодня отмечают Вениамин, Гаврил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел, Прохор. Хороший сегодня день.
Ну, вот знаешь, меня взволновала именно защита персональных данных. Мы много об этом говорим. Вот ты как защищаешь свои персональные данные? Ну, что касается, например, номера телефона, как бы по сфере своей деятельности, он, можно сказать, у меня находится в таком свободном доступе, но остальные данные я стараюсь беречь. Но, к сожалению, часто бывает так, что наши данные переданы, например, в какую-нибудь организацию, могут утечь и пропасть в них нехорошие руки. Это и звонки мошенников, получается, особенно старшему поколению, и какие-то рекламные акции. Действительно, это очень актуальная тема, и сейчас мы узнаем, как берегут свои данные жители города Якутска. Скажи, пожалуйста, как ты защищаешь свои персональные данные? Ну, во-первых, я никому вообще не передаю свои данные. Ставлю хорошую защиту, это двойная аутентификация, хороший пароль. Вот и все. Стараюсь, мошенников знаю, что мошенники могут взломать. Поэтому стараюсь, лишний раз трубку не брать, кто чужой там звонит. Поэтому надо беречь все секретно. Как вы защищаете свои персональные данные? Я никому не показываю и не отвечаю на эти неизвестные звонки, которые поступают на телефон. И все советы вот эти соблюдаю. Подозрительные сайты я вообще не посещаю. Только проверенные. Как защищаете свои персональные данные? Никому не отправляем просто. Да, особо этим не заморачиваюсь. Но все-таки стоит, конечно, лишний раз обезопасить себя, но сама лично этим не заморачиваюсь. Стоит ли свои персональные данные беречь? Конечно, стоит. Сейчас тем более такая цифровая атака пошла. Поэтому очень даже беспокоит меня. Тем более я пенсионерка и особо не знаю, как защититься. Поэтому мне очень боязно. Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных. Этот праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь. Персональные данные – это любая информация о физическом лице, в том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейное и социальное положение, данные о доходах, образовании, состоянии здоровья и профессии. И поговорить на эту тему к нам пришел эксперт по кибербезопасности Антон Ломакин. Антон Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, почему так важно защищать свои персональные личные данные? Я бы сказал, не только персональные данные, в целом вообще все личные данные о вас. Потому что злоумышленники очень часто используют их для того, чтобы украсть ваши деньги, имущество. Это может быть просто информация о том, что вы отсутствуете, в отпуск поехали, статус в социальной сети. Это может быть информация о том, что ваш ребенок перелетает и будет вне зоны доступа. Они могут использовать эту информацию и используя такие эмоциональные факторы, как страх, жадность, удивление, либо еще какие-либо, и будут просить от вас деньги. Поэтому это большая проблема. Нужно защищать данные, новое поколение наших детей, они уже готовятся в школах, есть такое понятие, как цифровая гигиена. Мы, к сожалению, упустили это, и цифровой мир на нас свалился сверху. Очень неожиданно и быстро. Да. С прогрессом, получается, маленького телефончика, это когда у тебя в руках практически полноценный компьютер. С кем можно делиться персональными данными? Ни с кем. Но есть требования по законодательству предоставления своих личных и персональных данных. Это при трудоустройстве, при прохождении вахты, оставление записи для выдачи пропуска. Иные способы, когда по закону есть требования взять ваши персональные данные. Но когда вы свои данные личные передаете в поликлинике, при трудовом договоре, у вас, во-первых, должны взять согласие. Во-вторых, после согласия вы должны проверять, есть ли выполнение требований защиты ваших данных в том месте, где вы их оставили. Сейчас есть очень замечательная функция в госуслугах. Вы заходите, и там перечислены все согласия, кому вы когда-либо дали о персональных данных. Банки, операторы, телеком. Вы можете отозвать их в любой момент.
Кстати, да, я вот недавно буквально с этим столкнулся. То есть отзываешь согласие, например, у какого-то банка, ну, которым уже не сотрудничаешь, и они не имеют права тебе звонить Да, звонками. совершенно верно. Ну, злоумышленники, к сожалению, используют утекшие данные в интернете, и поэтому звонить они все равно к вам будут. Я, конечно, немного прорекламирую, но это уже больше для того, чтобы люди просветились. То есть я являюсь создателем продукта, который называется Avalanche. И у нас на сайте есть такой бот, он с помощью искусственного интеллекта определяет, мошенники вам пишут или нет. Можно отправить QR-код, описать ситуацию просто текстом, и он скажет, выставит риск, уровень мошенничества и какие мошеннические действия и что делать предпринимать. Мы с этим продуктом на Сбер 500 выиграли международный конкурс, и 7 ноября выступали перед Германом Грефом и министром Шадаевым цифровизации. Ну, видимо, очень хорошая разработка, Да. очень удобная. Ну, а вообще, как себя вести с персональными данными, чтобы максимально обезопасить? Какие бывают меры Да. защиты? К сожалению, универсального совета нету, то есть это не доверять. Я, как уже ранее говорил, мошенники всегда действуют на удивление, удивляют, страх пускают, жадность, либо делают это таким образом, чтобы вы не смогли подумать. То есть они торопят вас. Нужно остановиться, подумать в первую очередь, не делать опрометчивых действий. Вот если рассказывать про платформу, мы выявили о том, что мы имитируем атаки пользователей на корпоративных сотрудников, например, любой компании. Точно так же звоним, пишем сообщения на e-mail, на мессенджеры, а потом делаем микротренинги. Оказывается, что взрослые люди только через личный опыт понимают, как это. То есть им нужно пройти, то есть им долго объяснять, видео показывать сложно, а вот когда они сами попадаются, только тогда у них появляется как прививка такая. Небольшая, да? Да-да. На горьком опыте. Ну, а Да. что делать, если вы уже удостоверились, что ваши личные данные были похищены? Ну, к сожалению, вы уже ничто не можете сделать, они уже в интернете, они распространяются. Но я надеюсь, возможно, в будущем наши правоохранительные органы смогут больше раскрывать дела, которые связаны с ИКТ, с инфотелекоммуникационными услугами. Но да, на сегодняшний день рост преступлений огромен. Мы, если в прошлом году встречались, я приходил к вам, рассказывал про мошенников, было около 900 миллионов. За 2024 год уже превысила миллиард отправленная сумма денег мошенников Республики Саха-Якутия. Так пару лет можно уже мост самим строить. Скидываться. Так. Ну, я, кстати, вот недавно, возможно, что, ну, как бы во всех приложениях, ну, сотовых операторов, да, уже, скорее всего, есть эта функция, там есть предположительные, ну, допустим, утечки ваших прям персональных данных, но я так понял, что это касается пароля, логина, да, то есть почему нужно пароль часто менять, вот как вот работает эта система и вообще вот что должно настораживать человека, как бы, при передаче, допустим. Компании, которые занимаются кибербезопасностью, они имеют некие приложения, которые собирают частично выложенные базы данных утечек и по ним проверяют по паре логин-пароль, была ли утечка ваших данных, либо по фамилии и телефону. И, соответственно, вам сообщают. Как противодействовать этому, я как бы не знаю, да, но в целом, да, такая технология есть, но, к сожалению, злоумышленники могут использовать, в том числе высвечивающий телефон вашего друга, родственника и тому подобное. Технологии это позволяют сделать, и просто сейчас нейросеть позволяет полностью скопировать голос, интонацию, даже видео, поэтому нужно, говорю, остановиться, подумать, перезвонить на телефон, или WhatsApp человека, постараться поговорить, выяснить. Лучше, конечно, лично встретиться. Физический мир, к сожалению, или к радости нашей, более реален. То есть сейчас даже уже, наверное, видеозвонки уже скоро будут Да. уже Мне кажется, не да. подтверждением. Уже не подтверждением, да, к сожалению. Ну, основные задачи понятны, никому ничего не рассказывать, не передавать. Но вот с социальными сетями, конечно, сложновато. Но надо стараться меньше оставлять цифрового следа, по крайней мере, для злоумышленников, чтобы они приняли. Я даже, например, стараюсь, когда в командировке езжу, я не указываю, что я сегодня ехал. Есть какой-то лаг, день-два, или по возвращению я посты выкладываю. То есть и это, я надеюсь, не помогает злоумышленникам
действовать. Ну, кстати, да, это действительно как бы такой отложенный пост, то есть ты уже по факту дома, ну, допустим, рассказываешь о том, что было. Мы вас благодарим, большое спасибо за хорошие советы. Я думаю, что нашим зрителям... Было не только интересно, но и очень полезно, потому что это, правда, актуальная тема. Будьте осторожны, будьте внимательны, ну и не совершайте каких-то действий на эмоциях. Спасибо вам. Но чтобы следить за своими персональными данными, нужно быть всегда собранным и быть начеку. В этом нам поможет, конечно, утренняя зарядка. Начинаем? Доброе утро! Сегодня у нас будет небольшой комплекс на растяжку связок ног. Она нам нужна для того, чтобы мы меньше испытывали тяжесть после долгого рабочего дня. Данный комплекс подойдет как и детям, так и взрослым. Исходное положение. Мы уходим с вами вниз. Помним, что мы обхватили колено и с круглой спиной ушли в нижнюю точку. Далее прижимаем правое бедро к животу и с этой точки уводим ее в левую сторону. Левой рукой дожимаем бедро правой ноги, а голова уходит у нас в правую сторону, плечо прижимаем к полу. Удерживаем такое положение от 15 до 20-30 секунд. Вы почувствуете приятное растяжение в области бедра и небольшое скручивание в области верхней части кора. 3, 2, 1. Далее переводим бедро в центр, и у нас будет с вами смена. Левое бедро переводим в правую сторону. Голова уходит в левую сторону, плечо левое прижимается к коврику, и рука правая прожимает бедро левое в нижнюю точку. Далее прижимаем бедра к животу. С этого положения вытягиваем ножки вверх. Стопа натянута, колено натянуто, и мы будем проводить поглаживающее движение от икроножной до ягодицы и в обратную сторону, разгоняя кровь. Три, 2, 1. Берем себя за голеностоп. И сейчас пружинистыми движениями притягиваем бедро к животу. 3, 2, 1. Колено сохраняем прямым. Сейчас прижимаем бедро глубже и удерживаем это положение от 10 до 20 секунд. Вы, возможно, почувствуете натяжение и неприятное поддергивание. Когда вы почувствуете поддергивание, слегка натяните больше колена. Хорошо. Вернулись в исходное положение, и с этого положения коленочки сгибаем и с круглой спиной, обхватив либо правое, либо левое колено, уходим в верхнюю точку. Вытягиваем ножки прямо перед собой, стопа натянута, и животом идем к бедру, обхватив стопу. Пружинистыми движениями уходим глубже в нижнюю точку. Сохраняем спину прямой. 3, 2, 1. И уходим в самую нижнюю точку для вас. Удерживаем это положение в течение 10-15 секунд. Закрываем глаза, дышим. Возвращаемся аккуратно в верхнюю точку с прямой спиной. Вытягиваемся и уходим в положение бабочка. Пятки ближе к паховым мышцам. Раскрываем бедро и пружиним. Спину сохраняем максимально прямой. 3, 2, 1. И сейчас переводим руки за спину, раскрываем грудной отдел и максимально раскрываем внутреннюю поверхность бедра и удерживаем в самом нижнем положении. Взгляд прямо перед собой, дышим. И с этого положения аккуратно собираем ножки. Выходим в верхнюю точку, группируемся, расслабляем мышцы спины. Остаемся в этом положении некоторое время. И растем позвонок за позвонком
верхнюю точку. Последней приходит голова. Три раза мы делаем движение назад плечами, ножки шире и делаем вдох-выдох. Вдох и выдох. И снова вдох и выдох. И у нас будет третий благодарственный вдох, выдох. Собрали ножки и похвалили себя за проделанную работу. Всем хорошего дня! Ну что, все молодцы, все сделали зарядку. Но вообще, утро – это отличное время не только сделать зарядку, но и чтобы собраться всей семьей и поделиться последними новостями. И, как правило, самые животрепещущие, эмоциональные новости нам рассказывают наши дети. И прямо сейчас узнаем, что их волнует сегодня. При составлении распорядка дня нужно учитывать нормы сна, режим питания, а также время для отдыха и активности. Рассмотрим каждый пункт по отдельности. Количество сна имеет сильное влияние на самочувствие и трудоспособность. Роспотребнадзор рекомендует следующие нормы сна для школьников. Учащимся в начальных классах следует спать по 10-10,5 часов. Учащимся с 5 по 7 классы рекомендуется спать до 10,5 часов. Школьникам с 6 по 9 классы по 9,5 часов. Старшеклассникам следует спать по 8-9 часов. Как же организовать режим сна? Сейчас расскажу. Ложиться нужно в одно и то же время, ориентировочно в 9-10 часов вечера. За 2 часа до сна надо снизить эмоциональные нагрузки. Это касается шумных игр, активных переписок с одноклассниками в мессенджерах и просмотра роликов. Заведите ритуалы, настраивающие на отдых. Ко сну располагают расслабляющая ванна, разговоры за чаем, неспешные прогулки, чтение. Также рекомендуется проветривать спальню перед сном. Не менее важно правильно относиться к вопросам питания. Обычно для восполнения сил школьникам требуется 4-5 приемов пищи с промежутком 3-4 часа. Как и в случае со сном, принимать пищу необходимо в одно и то же время. Взять за основу пятиразовое питание, придерживайтесь следующих рекомендаций по меню. Во время завтрака не обходитесь одним бутербродом. К нему рекомендуется добавить горячее блюдо, например, молочную кашу или омлет. Второй завтрак может включать в себя бутерброд с сыром, орехи, печенье, фрукты и йогурт. Обед должен состоять из 3-4 разнообразных блюд. Будет идеально, если обед будет состоять из салата, первого, рыбы или мяса и десерта. Для полника подойдут фрукты, ягоды и кисломолочные продукты. Во время ужина рекомендуется съедать примерно столько же, сколько и на завтрак. Однако стоит исключить мясо и рыбу, так как белки возбуждают нервную систему и медленно перевариваются. Надеюсь, что эти советы помогут вам правильно организовать день, и вы будете максимально продуктивны и энергичны. Итак, советы, как правильно сформировать свой режим и питание от юных экспертов, мы уже получили. А вот чем же наполнить их досуг и как формировать духовные ценности, узнаем прямо сейчас. В нашей постоянной рубрике наши юные эксперты сегодня познакомят нас с удивительной книгой, искренней и трогательной, роман о детстве и юности 4 сестер. Представьте, начало 19 века, канун Рождества, 4 девочек сидят у камина. «Что за Рождество, когда нет подарков?» – ворчливо говорила Джо, лежа на ковре. «Ах, как грустно быть бедными!» – вздохнула Мэг, взглянув на свое поношенное платье. «Отчего у одних есть все, а у других ничего?» – спросила Эми с тяжелым вздохом. «У других нет ни отца, ни матери, никого на свете», – отвечала Бетси. «А у нас есть и папа, и мама, и нас целых 4. Все 4 сестры улыбнулись. С такого диалога начинается роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт, впервые напечатанный в 1868 году. Редактор издательства Roberts Brothers Publishing Томас Найлс
предложил ей написать и опубликовать историю для девочек. Но Луиза не слишком хотела этого делать, ибо сочинение подобных произведений ее не интересовало. Тогда Ноулс предложил заключить контракт с отцом писательницы. И та начала активную работу над романом, желая помочь своему папе в публикации своего собственного чтива, ибо такой возможности у него могло больше не представиться. Роман был довольно нетипичным для того времени, ибо рассказывал о проблемах взросления, чувствах и эмоциях в довольно серьезной манере, но от этого не становился менее уютной и атмосферной историей. Основой для романа послужила автобиография самой писательницы, что делает содержание еще более глубоким. Произведение читается легко и просто, очень уютная и милая история. «Маленькие женщины» стали классикой, и это та самая история, с которой должен ознакомиться каждый хотя бы раз в своей жизни. Вообще книги дарят нам бесконечные миры, где каждая страница – это шаг в неизведанное. Но если вам захотелось поменять бумажные страницы на хрустящий снег под ногами, а воображаемые пейзажи на заснеженные леса и искрящиеся горные вершины, самое время отправиться в зимний пеший поход. Ведь зима, как хороший роман, полна неожиданных поворотов. Здесь вы станете главным героем, где каждый след на тропе – новая строка вашего приключения. А морозный воздух и тишина заснеженных долин напомнят, что самые захватывающие истории пишутся не чернилами, а шагами. В мире, где технологии и прогресс занимают все больше места в нашей жизни, иногда хочется забыть о городской суете и погрузиться в мир природы, где время словно замирает. Представьте себе, вы стоите на вершине горы, вокруг вас только снег и лед, а перед вами открывается потрясающий вид на долину. Вы чувствуете себя свободным и полным энергии, готовым к новым приключениям. Именно такие ощущения Екатерине Слепцовой дарит отдых на природе. Бывшая учительница ходит в пешие походы уже 10 лет и признается, что как только она начала проводить время на природе, ей захотелось вырваться из офисных стен. Так она начала работать на себя и заниматься любимым делом, а в свободное от работы время покоряет горные вершины на лыжах. Впервые пошла в 2015 году в поход на Ленские столбы, и все загорелось. Ходила по горам Момы, Аймеконни, Тампонского района, Кобяйского района. В основном по Якутии хожу. Каждый год Екатерина с командой пешиков-экстремалов собираются все вместе и строят ледяной отель, в котором могут передохнуть во время походов. А называется такой отель «Иглу». «Иглу» в переводе с инуктитута означает «зимнее жилище эскимосов». Оно представляет собой куполообразную постройку диаметром примерно 3-4 метра и высотой примерно в человеческий рост. Увидеть такие снежные дома можно в Гренландии, в США, в Канаде. Но и наши якутские туристы не отстают. Ребята, девчата точнее, строят ее каждую зиму, ночуют здесь, отдыхают. И теперь мы можем, да, даже не только мы, любой желающий, по сути, может своими глазами это все увидеть, прочувствовать, побывать внутри, как мы с вами видели. Строят иглу из того, что есть под рукой. Но в зимней тундре из строительных материалов под рукой только снег. Но самое удивительное, что несмотря на это, внутри иглу тепло. Мы видим один вход, так называемая заползайка, то есть туда люди проникают, заползая, закрывают большим снежным блоком, и с этого момента игла начинает нагреваться. Причем настолько, что люди спят, в принципе, без одежды можно спать. Температура может доходить до плюс 20 градусов, даже когда на улице минус 50. Но разжигать костер внутри нельзя, по логичным причинам. Жилище просто-напросто растает. Поэтому согреваются туристы с помощью спальных мешков, свечей и тепла друг друга. Каждый человек сам как печка. Чем много народу, тем теплее. Обязательно с собой ношу шкуру оленя. Маленькую, да, под спину обязательно. Они теплые. Обычный мой спальник, который я приобрела в 2015 году на 0 градусов. Это синтепоновый. Килограмм 300. И пуховый. Пуховый спальник, он 500 грамм, 490 грамм. В прошлом году построили 3 иглу маленьких и ночевали в начале января, когда было минус 50 на улице. Довольно было холодно.
Мы сразу сделали себе выводы, да, какие спальники хорошие, какие плохие, что еще нужно и так далее. Иглу становится для туристов настоящим убежищем от городской суеты и повседневных забот. Здесь можно провести ночь под звездами, слушая вой ветра и наблюдая за северным сиянием, если повезет. Внутри этого ледяного дома царит атмосфера спокойствия и умиротворения, позволяющая туристам наслаждаться тишиной и покоем. А какие бы лютые морозы ни были снаружи, то, что греет сердца друг друга лучше всего даже в самые холодные дни, это не костер и не свечи, а теплые разговоры, смех, любовь и дружба. Илана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Детям до 12 лет предоставят скидку в 50% на авиабилеты. Принять такие меры поручил глава государства Владимир Путин. В перечне поручений также указано, что скидка должна действовать как на внутренних рейсах, так и на международных, если рейсы проходят на территории России. Доклад должен был представлен до 1 февраля этого года. Ответственный премьер-министр России Михаил Мишустин. Во Владивостоке состоялось значимое мероприятие, посвященное передаче личных вещей Героя России Дмитрия Егорова, уроженца Сунтарского улуса. Рядовой Егоров с позывным «Сунтар» служил в 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты. В день его 50-летия родные и близкие собрали памятные предметы, среди которых деревянный барельеф ручной работы, ордена, книги, фотографии и личное обмундирование. Эти экспонаты вскоре будут внесены в государственный каталог. Руководство Музея Тихоокеанского флота высоко оценило этот ценный подарок и намерена продолжать выставлять уникальные артефакты, включая вещи Дмитрия Егорова, в Центральной России. Сейчас Музей Тихоокеанского флота комплектует экспозицию, которая будет представлена для размещения в городе Москве, в парке «Патриот», в Центральном парке «Патриот». И я думаю, что часть экспонатов на временное экспонирование, в том числе и экспонаты Дмитрия Егорова, мы представим на этой выставке в городе Москве. А в Центральном военно-морском музее в городе Санкт-Петербурге уже часть экспонатов представим для того, чтобы память Дмитрия Егорова была увековечена и в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого. В Амгинском улусе состоялась торжественная церемония закрытия года Аланхо и открытия года развития инфраструктуры. В рамках мероприятия подвели итоги 2024-го и наградили жителей района, которые внесли свой неоценимый вклад в развитие улуса. Далее в торжественной обстановке презентовали эмблему года развития инфраструктуры, главной целью которого является улучшение качества жизни в районе. Приоритетными задачами наступившего года являются приведение автомобильных дорог в нормативное состояние на территории района, реализация программы переселения граждан из аварийного жилья, а также составление мастер-планов развития сельских населенных пунктов. Перед нами стоит очень много задач, которые стоит решить касательно жилищно-коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры. Есть очень много проблемных вопросов в части строительства, замены аварийных объектов образования. В Якутске прошла первая республиканская творческая выставка работ учителей ИЗО и труда. Инициаторами мероприятия выступил Институт развития образования и повышения квалификации имени Семена Донского II. Всего принять участие в выставке пришло более 100 учителей, которые представили свои изделия по 15 номинациям. Это резьба по дереву, кости, изготовление якутских украшений, шитье кукол, национальной одежды и многое другое. Работы оценивали более 40 членов жюри. Данная цель – популяризация всех видов творческой деятельности учителей. Наши учителя не только работают с детьми, не только детей учат на уроках, готовят к научно-практическим конференциям, к чемпионатам профессионалов, но у них еще остается время для вдохновения. И каждая работа уникальна. В каждой работе учитель вложил свою душу, умение. И это не раз подтверждает о том, что учителя труда и ИЗО – это всесторонние личности. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами.
Ну, мы продолжаем и переходим к очень интересной теме. Атмосфера света, солнца господствует в опере Петра Ильича Чайковского и Иоланта и привносит в произведение настроение праздничности, радости, счастья, поэзия расцветающей любви, стремление всех героев к добру, счастью и гармонии. Таковы мотивы оперы. И сегодня у нас в гостях солисты театра оперы и балета, исполнившие главные партии в опере «Иоланта». Это Прасковья Ильинична Герасимова, солистка Государственного театра оперы и балета, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, обладательница гран-при международного фестиваля конкурса «Мюзика Классика», лауреат международных конкурсов, и Емельянов Александр Георгиевич, ведущий солист Государственного театра оперы и балета имени Сауруна Малона, народный артист Республики Саха-Якутия, лауреат международных и российских конкурсов, лауреат Госпремии Республики Саха-Якутия имени Аюнского. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как приятно вас видеть у нас в гостях не только на сцене. Скажите, Александр Георгиевич, произведения Петра Ильича Чайковского действительно считаются не только шедевром России, но и мира. Вы, как тонко чувствующий служитель искусства, можете сказать, как воспринимает сейчас современный зритель музыку Петра Ильича? Очень радует, что сейчас люди стали ходить на оперу, и в том числе на Чайковского и другие оперы. Это просто полные аншлаги. Люди начали ходить, люди начали читать много. И это очень радует. Мы очень счастливы, что люди ходят сейчас в оперу. Ну да, действительно. Да. Прасковья Ильинична, вот чем интересна для вас главная партия, роль Иоланты? И какие чувства и эмоции она вызывает у вас? Ну, роль Иоланты за главной партией, конечно, мне интересна своим музыкальным содержанием, поскольку композитор Петр Ильич Чайковский передает в своей музыке всю гамму чувств, переживаний, страданий главной героини. А сколько уже лет ставят оперу на якутской сцене? Подскажите, пожалуйста. Ну, впервые состоялась в нашем театре, тогда еще музыкальном театре, в 1984 году. И премьеру оперы ставили вот наши корифеи. Тогда еще были режиссер из Армении Роман Петросян, дирижер из Ленинграда Андрей Коптяев и опытный художник Михаил Тиунов, а хормейстер Виктор Птицын. Тогда писали в рецензиях того времени. Прошло 3 премьерных спектакля, который показал творческий подъем нашего театра, труппы и профессионализм. Тогда в главных партиях исполняли наши корифеи, народные артисты. Это Ая Яковлева, Луиза Федорова, Мария Николаева. А в главных партиях, вот, ну, все главные партии и все позитивные такие, нет отрицательных партий. Вот, например, короля Рене исполнял Матвей Лобанов, Иван Степанов, граф Вадимона Семен Оконечников и герцога Роберта Сергей Петров. Мавританского врача, который я исполняю, Эбн Хаки, исполнял Александр Самсонов, Илья Евлев. И в партии Лауры выступала мой педагог Колодезникова Валентина Ивановна. Вот. Тогда еще после премьеры, через год, пел Владимир Моторин, солист Большого театра. Вот. Такой потрясающий состав. Сейчас, конечно, безусловно, тоже. Но получается, что такая продолжительная история на нашей сцене. Ну вот, Прасковья Ильинична, вот какой изъян преодолела принцесса Иоланта? Ну, она преодолела свою врожденную слепоту. С детства она была слепой. И вот ради любви она преодолевает свою болезнь. Александр Георгиевич, не каждому вот оперному певцу удается выстроить драматический образ своего персонажа. Раскройте, пожалуйста, свой профессиональный секрет, как вам это удается. Вот, можно и вас тоже спросить, потому что это уже очень сложно. Секретов таковых нету, конечно, но когда помогает школа, вокальная школа, да, помогает. Конечно. Отталкиваемся от содержания, от текста, от музыки, да, и техники вокала. И, конечно, красивая опера, красивые мелодии Петра Ильича Чайковского. Ага. Ну, моя роль Эбн Хаки — это мавританский врач. Он всезнающий, он все знает, как устроен мир, например, да? Врач, все советуются с ним. У него ария, вот
идет как магическая вот медитация идет. Он колдует вот своим талантом, да, и рассказывает о том, что вот два мира, плотский и духовный, они взаимосвязаны. Да. Вот. Иди, ты меня вылечиваешь. Да. И Да. благодаря вере, да, благодаря желаниям, благодаря мечтам короля Рене, и вот, да, благодаря вере в Бога она прозревает. Ну, такое Вот. глубокое Да. произведение, и вы прям вживаетесь Да, в роль. Да? потому что это было последней оперой, написанной композитором из 10 опер. И поскольку последняя, он уже обращался больше, ну, как бы... К духовному, Да, к получается, духовному. да. Хочется сказать, вот примечательно, что опера вошла в спектакль выигранного театром гранта программы «Особый взгляд». Это благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». Помощь незрячим посетителям театра. Опера прошла с изготовленным и проведенным тифлокомментированием. Благодаря сотрудничеству с Республиканской библиотекой для незрячих и слабовидящих. Ну, это потрясающе. Получается, люди смогли более полно представить себе все происходящее. Ну, вы сделали огромную работу. Спасибо вам большое. Это же очень Зря. сложно. Да. Да. Приходите, пользуясь случаем, мы всех Да, зовем приглашаем. наш премьеру, Наш- спектакль «Иоланта». Да, который состоится 30 января в 18:30. Мы присоединяемся, Да. приглашаем также наших телезрителей. Вот, Прасковья Ильинична, вот вы, поскольку преподаете на кафедре вокала Высшей школы музыки, вот что вы можете пожелать сегодняшним студентам, будущим солистам оперной сцены Якутии? Да. Ну, студентам я бы пожелала, чтобы они учили партии, начиная уже с первого курса. Да, не ждать, что пока они закончат, а начинали, ну, в смысле, уже Подготавливать. да, подготавливать не только вот отдельные номера, но и все вот такие сцены большие, чтобы уже, да, входили в спектакль, Образ. да, входили в образ, слушали побольше классической музыки, естественно, да. Чтобы приобщались. Да, и вот наших мастеров, учились у наших мастеров, да. Ну, замечательные пожелания. Спасибо большое, что нашли время, что пришли. Желаем вам, чтобы все ваши выступления проходили в такой теплой атмосфере, и все больше и больше зрителей стали почитателями такого таланта и таких замечательных произведений. Спасибо вам. Спасибо вам. Дорогие друзья, ну, на самом деле, приобщаться нужно, правда, не только студентам, нам всем к классической музыке. Это прекрасно, и можно представить себе, ну, если совсем в быту нет времени, то хотя бы на каких-то примитивных вариантах. Например, что ваш подоконник — это просто уголок с зеленью, а настоящая небольшая сцена, где каждое растение тоже исполняет свою партию. Монстера, раскинув листья, крылья, поет басовую арию о тропических ливнях, а кактус тенор гордо выдерживает высокие ноты засухи. Нежная орхидея в роли примадонны требует внимания, как капризная дива, а плющ словно хор тянет свои вьющиеся куплеты к свету. Ну а самое главное, это вы в роли дирижера управляете всеми вот, вашими комнатными растениями. Ну и, как вы уже, думаю, догадались, далее у нас будет сюжет, посвященный этой теме. Всем доброе утро! Сегодня я вам хочу рассказать про те комнатные растения, которые можно выращивать семенами. Я очень люблю такие цветы, которые можно вырастить у себя дома. Это, во-первых, у нас мои любимые глоксинии. Их большое количество здесь, разнообразие глоксиний. Они, знаете, как будто такие большие колокольчики. Их листьев не видно, только одни цветы. Цветы вы, кстати, увидите уже через 3 месяца после посева. Следующие цветы, которые мне очень нравятся, это цикламены. Посмотрите, какие они красивые. Это зимние цветы. Если на улице снег во дворе за окном, а на окне вот такие ярко-алые цикламены. Очень красивые цветы. Еще мне нравятся розы. Роза паллиативная, ангельская роза называется. Вы можете дома посадить прям настоящую розу.
А еще мне нравятся вот такие пеларгонии. Посмотрите, какое огромное количество пеларгоний. Они абсолютно неприхотливы в выращивании. Положили семечко в торфяную таблетку, и через месяц вы уже пересаживаете, сделаете первую перевалку в стаканчик, а в мае у вас уже будут вот такие вот цветы. Кроме цветущих, вы можете посадить комнатные растения вечно зеленые. Это у нас шифлера. Вот прям такая настоящая шифлера у нас в магазине продается, но вы можете вырастить из семечка такое огромное растение. В мире я видела шифлеру 2-метрового роста. Также вы можете вырастить настоящий кактус. Вот, посмотрите, вот такой кактус у вас дома. Если вы с детьми посадите их, дети будут очень радоваться. И также вы можете вырастить вот такой эвкалипт лимонный. И я вот не сажала еще, но я посадила и жду, когда я увижу эти листочки. Говорят, маленький эвкалипт заполняет ароматом цитруса всю комнату. Так что сажайте комнатные растения вместе со мной. Ну, всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. И увидимся с вами завтра в это же время на наших телеканалах.